Ультиматум правительству вернуть депутатам автомобильные KG-номера депутат Тазабек Икрамов поставил накануне на пленарном заседании. Заявил, что без них люди не могут знать, что в машине едет никто иной, как народный избранник. Впрочем, уже сегодня вновь возмутился, что журналисты его неправильно поняли. Он имел в виду, что отсутствие отличительных номеров на авто мешает работе народных избранников. Когда, к примеру, приезжают делегации с обычными госномерами, их не пускают через зацепление. Это неудобно, пояснил депутат. Номера нужны для того, чтобы во время передвижения не было преград для депутатов. Избиратели должны знать, что приехал к ним депутат, за которого они и голосовали. Номера нужны, чтобы прикрепить их к своим машинам или к такси, на котором поедут навстречу депутаты. Ладно, не возвращайте нам служебные машины, но верните KG-номера. Или пусть члены правительства тоже ездят в автомобилях с обычными номерами. А еще, добавил Икрамов, депутаты, если им снова вернут KG-номера, будут под пристальным вниманием народа. Спецномера позволят людям видеть, кто из парламентариев нарушает ПДД, кто работает, а кто ездит по кафе и ресторанам. Коллеги Икрамова по депутатскому корпусу на его высказывания отреагировали неоднозначно. По мнению одних, спецномера для чиновников и депутатов – это уже пережиток прошлого. По мнению других, хорошо бы вернуть парламентариям не только номера, но и сами машины. Как женщина-депутат, приехавшая из региона, я считаю, что нужно вернуть не только KG-номера, но и свободные машины, которые стоят в гараже Джугурку-Кенеша. Они в рабочем состоянии, на них выделены средства. Те депутаты, которые не имеют своего автотранспорта, испытывают определенные затруднения при передвижениях по государственным делам. Служебные машины нам все-таки нужны. Я думаю, это в прошедшем KG-номера. Сегодня, как и все чиновники или государственные служащие Кыргызстана, ездим на своей машине или на маршрутках, кто как может или кто как хочет. Я думаю, это правильно, и возврат к старому нет пути. Не совсем понятно, что Икрамов сделает в случае неудовлетворения его предложения. И еще не совсем ясным осталось его требование лишить спецномеров и членов правительства. Дело в том, что абсолютно все спецномера серии KG для госслужащих были уничтожены весной 2016 года. Всего 143 комплекта автомобилей госномеров серии KG, 120 из которых принадлежали Джугурку-Кенешу и 23 правительству. Оставили только один – на автомобиле президента как символа государства. Сами члены правительства заявляют, что отличительные знаки на авто скорее мешают, чем помогают в их работе. Город настолько такой, напряженный, насыщенные дороги, не успеваем, но это не значит, что это изменение номера нам дали какие-то привилегии. В любом случае не надо нарушать правила дорожного движения. Различий между госномерами и обычными сейчас почти уже нет. Раньше наоборот, если вдруг нарушишь правила дорожного движения, тебя обязательно кто-нибудь снимет на видеокамеру мобильного телефона. На утро об этом знают уже все. Зачем нужна такая слава? Как сообщили в ГРС, на сегодняшний день в Кыргызстане существует только два вида номеров, которые отличаются друг от друга лишь одной буквой. На номерах нового образца, выдаваемых физическим лицам, 3 буквы, а на служебных 2. Других отличий нет. Ввиду специфики работы отличная серия сохранилась только у 2 ведомств – МВД и МЧС. Что касается предложения Икрамова временно прикреплять выданный спецномер либо на свое авто, либо даже на такси, которым пользуется народный избранник, в ГРС назвали просто противозаконным. В правилах четко указаны определенные госномерные знаки для юридических лиц и определенные государственные знаки для физических лиц. Естественно, государственные номерные знаки, определенные для юридических лиц, согласно законодательству Кыргызской Республики, на сегодняшний день запрещено ставить для автотранспортным средствам физических лиц. Не так давно в парламенте уже пытались поднять вопрос о возвращении законодателям служебных автомобилей. Коллега Икрамова по фракции Камджибек Джолдошбаев заявил о том, что ему стыдно перед своими коллегами, которые вынуждены передвигаться на общественном транспорте, в то время как он сам пользуется личным автомобилем. В этот же день глава пресс-службы Джугурку-Кенеша опубликовал список депутатов, которые добираются до работы на маршрутках и автобусах. И добавил, что эти парламентарии гордятся тем, что ездят на общественном транспорте вместе с обычными гражданами нашей страны. Болт Исаев, Александр Симонов, НТС.